Пришел Тулан. Молодец. Короче, печку устанавливать сейчас не буду. Я немножко переделал. Кто в теме, тот знает, какие проблемы у меня были весной, да. В апреле даже последний раз я приезжал сюда. У меня труба была здесь круглая и диаметром 80 или сколько там, 70. Ну, короче, наполовину, где-то вот так было. Сейчас я, как сказать, пошире сделал, помощнее. В надежде, что тяга будет. Дальше вот такая труба самодельная тоже. Сам приварил. Вот такой вид. Это профильная труба 40 на 40. Я там резал, пилил, варил. Небрежно, так неаккуратно, так по-быстрому. И вот такая труба у меня получилась. Можно было, я с города привозил там 2,5 метра, 108 диаметром трубу, но портить не стал уже, укорачивать не стал, короче, сделал. Но знаете, вот, я вот взялся делать вот такую трубу из профильной трубы, но время отняло у меня, знаете, вот, я не скажу, что быстро все это получилось у меня. Время, конечно, ушло. Сколько швов я приварил там, вот здесь сверху вот 2 шва, снизу 2, сбоку как его, по одному, сзади 3. Знаете, сколько пришлось мне варить? А цельную трубу там согнул, там спилил, согнул, там приварил и все дела. Ну, что сделано, то сделано уже. Это я буду испытывать, знаете, вот в ноябре в поход приедем, в ноябре или придем. Я думаю, даже придем на лыжах. Или в декабре, не раньше. Так что будут еще фильмы. Будут еще испытания этой печки. Все будет. Кто не подписан, подписывайтесь. Так что ждите. Сейчас у меня весенние походы, а осенью, зимние походы уже будем использовать эту печку. Конечно, как и мне говорили, это тонкий материал. Вот немножко уже прогнулась тут, но ничего страшного. Прогнется, развалится, испортится что-то. Дырка появится, я быстренько приварю новую печку. И спасибо, ребята, вам за донат, который мне отправили. И я сейчас в город съездил, прикупил лист 3 миллиметра. 3 миллиметра лист, как сказать, 2,5 на 1,25 м. Но это на всякий пожарный. НЗ пусть будет, пока у меня были деньги, я прикупил. Потому что, ребята, рано или поздно я все-таки какую-нибудь печку приварю. И вот деньги, которые я на стриме вы отправили, я истратил на многие вещи, так, для именно вот для поддержки канала. Вот лист этот 3 миллиметра, он где-то 4 с лишним тысяч стоит. И еще вот некоторые моменты, но все перечислять не буду. Я одно большое спасибо всем говорю, кто отправляет вот донаты для поддержки канала. Спасибо вам. Это пробная печка, ребята, у меня. Я, как и повторяюсь, если что, вот, если буду менять эту печку, я уже буду приваривать из того листа, который я прикупил сейчас. Прикупил и нормальную печку сделаю. Это времянка у меня, пробная печка. Испытываю там, принцип он греет, но материал, конечно, чуть-чуть, знаете, вот 2 миллиметров тут нету, 1,5, наверное, миллиметра, и металл мягкий,
металл мягкий. Он быстро прогорит, конечно. Но, ну что выдержит, выдержит. Это не каждый день я буду топить. Это я приду, вот скажем, зимой приду. И первый момент, вот первые часы, которые я в холодной избушке сижу, эта печка за полчаса у меня нагреет избушку. Знаете, вот когда кирпичная печка греется, там, блядь, 4-5 часов ты топишь непрерывно и только начинаешь жар отдавать после 5 часов, это не вариант. А железная печка, это времянка у меня за полчаса нагреется. Все, четко. Вот. Так что, ребятки, если все нормально, если будет здоровье, все будет. Походы будут, испытания печки будет, все будет. И, конечно, мне сейчас немножко грустно. Действительно, немножко мне сейчас грустно, потому что я каждую весну приезжаю, уже сколько лет я здесь охочусь, всегда меня встречают рябчики. Или вот сколько я ехал сегодня на лодке, ни одного рябчика я не видел, чтобы перелетел речку. Дичи нету. И здесь ни одного свистка нету. Обычно я приеду, там свистит, тут свистит. Встречают меня, понимаете, встречают. Они, рябчики, они такие птицы, они на шум человека, они отзываются. Отзываются. Я не скажу, что они будут к тебе подлетать или еще что. Они отзываются, вот они свистят. А в этом году нигде ничто не свистит. Тишина, полный штиль в нашей тайге. Не знаю, что будет осенью, но сейчас какой-то кошмар вообще, жесть. И думаю, осень такая же будет. Ничего не поменяется, потому что если весной ничего нету, я на вырубку сейчас не пойду, потому что если есть птица, если есть кополухи, они, как ни странно, они в тайге, знаете, вот на вырубках даже гнезда делают. Я не знаю, я удивлен. Я сам ходил раньше по вырубкам, работали там, очищали вырубки, делянки. И, знаешь, натыкаешься на... Они взлетают, вообще буквально до метра они подпускают, взлетают. Если не взлетят, ты их не заметишь. Они под елкой такое гнездышко сделают и сидят, бедолаги. Взлетают, а там смотришь, а там гнездо. И вот мы делянку вычищали именно вот в это время. В это время. И... это время сейчас мороз на улице. Вообще беда. С природой вообще. Как один хороший товарищ, знакомый с нашего села, говорит, с Москвы тучи разогнали и к нам пришли. Ну, действительно, может быть, на 9 мая там тучи разгоняют самолетом и сюда вот в нашу сторону или по всей России они куда-то идут. Я не знаю, что и думать вообще. Не знаю, что такое план. Нам хорошо, в принципе. Отдыхаем. Отдыхаем, работаем, отдыхаем. Отдыхаем. Я не знаю, как это объяснить. Короче, не знаю. Но одно дело, ты работаешь, что-то вот я непрерывно что-то я делаю, но это уже время, я отдыхаю. От суеты, от всего, от людей. Мне одному здесь хорошо. Вот так. Молодой. Что-то все интересное ему. Пускай там пенек выдернет. Что-то ищет и там медведь также вот всю весну они так копают, ищут всякие вот майских жуков, личинки. Вот ошейники сейчас. Вот так, ребята, все тип-топ.
испытания сейчас не будет. Испытание будет, когда будет мороз, снег, зима. Все я покажу. Так что оставайтесь на канале. Не уходите, как некоторые. Быстро сдаются, быстро я надоедаю, видимо. Одно не то скажу, не то покажу и уходят. Ну, это у каждого личное. Я никого, в принципе, не держу. Но есть, которые вот с первого дня со мной и все время идут, комментируют. Большое спасибо, что вы со мной. Тулан, муйне вачан. Что там ищешь, а? Муйне там ищешь? На, муйтаны. Чё? Чё там? Чё там? Чё там? Чё там? Вот я не знаю, почему он не злится. Я его, бывает, там этот, как его. Но не злится еще. Почему так? Давай, разозлись. Тулан, разозлись. Разозлись. Помните, какой маленький был? А сейчас какой? Волчара. Давай, разозлись. Разозлись. Давай ошейник снимем. Ну-ка, давай, сними. Давай, 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 киски, 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 юртей. Налог волы. У него ошейник этот как-то великоватый, но даже так и одевается, и раздевается вон как. Все, киски. Да. Не злюка он. Не злюка. Перед этим кобель у меня был. Он зверовой был. Ох, бойцовый пес был. Дрался до последнего. У него уши все рваные были. Вот он злюка был. А этот нет. Этот мирный. Этот мирный пес. Вот так. Ну ладно. Работаем. Меня мыджин. Грязный вечно. Грязный вещь. Грязнуля. Не могу понять, что он там кушает. Корни или что там. Корни вырывает. Смотрите, я здесь уже территорию все убрал. Кроме корней тут ничего нету вроде как. Давай, давай, не буду мешать. Выкорчевывай. Тоже польза. Вот что-то есть, находит, ищет. Может что-то, витамины какие, может еще что, может лечебное. Где всякое может быть. Собаки, у собак свои таракашки в голове. Я не знаю, чем лечиться, как лечить. Пенек уже гнилой, оказывается, был. Корни. О!
Ладно, пускай не будем мешать, пусть работает. Нашел себе работу, пускай делает. У нас еще пасмурно. Хоть снег закончится, и то ладно. Терпимо. Так, ребятушки. Мой любимый суп. Как сказать. Тоже не реклама, а вот я рекомендую. Это уже я и сам сколько раз в моих походах вы видели. И эти консервы, на эти консервы говно, но раз купил, это с прошлого похода у меня избушка оставалась, надо уже доедать. Варю суп, также для собаки там каша будет. И еда на целый день у нас готова, в принципе, будет. И на завтра еще суп останется. Тут в этих консервах непонятно что. Все есть, но кроме мяса. Чтобы у тебя силы были или еще, от этих консервов никогда не будут. Ну и собаке надо тоже. На вкус. Ерунда консервы. А вот те, которые я показывал и советую брать, это уже консервы действительно. Там уже мясо. Не знаю, чьем мясо, но там мясо, действительно консервы мясные. Все, вот такой супчик. Пачковый суп, он наваристый получается. Тут у меня картошка еще, консервы, полбанки, более-менее что-то там похоже на мясо. Я выбрал, а остальное собаке дал. Чайник уже, второй чайник закипает. Все кипит. Опа! Фу. Вот так. Тут винуть. Пусть на своем жару спокойно так кипит, без крышки даже. Немножко пусть испаряется. Соль чуть позже добавлю, посмотрю, как там бывает там пачковый суп соленый, пересоленый, потом суп получается, если не проверить. И да, сойдет, сойдет, нормалек. И там каша, каша для собаки. Чай пью. Тут Украина. Не хочет. Не хочет, как хочет. Ох. Ладно, сейчас подождем, как все сварится. Будут делами заниматься. У меня тут матрас, как и в прошлый раз, грею так. От печки там греется все. И там еще матрас. Ну, одеяло, простыня, подушка, это там греется. Потому что ляжешь, если на холодный матрас, там
воспаление прихватишь или еще что. А, печка жарко у меня уже. Печка так тепло уже сейчас. Вообще классно. Вот. Сижу, вот, но она даже красный. Окна у меня спотели. Сейчас, надеюсь, понятно, что стекла у меня двойные. Там еще снаружи второе стекло. Да, были вопросы, утепли, говорят, Олег, дом, второе стекло поставил. Но у меня стоит уже лист такой, большой лист, одним махом так поставил на рейки с одной стороны, потом стекло, потом вторые рейки прижал и все, на герметик. У меня холодная изба из-за того, что пол у меня холодный. Вот так. Все, ребят, жду, когда все это дело сварится. И не знаю, что дальше говорить. На сон тянет. Хочу спать. Немножко подустал уже. Опять тулан шумит. Опять кого-то чувствует. Ух, елка какие высокие. Да? Канна, корч. Где он там сидит? Вон лает кого-то, но разве здесь увидишь? Да и неохота, если белка, неохота там стучать по дереву, там, чтобы тулан видел, гонялся за белкой. Нет, не буду. Но мне лично интересно, вот, самому, если я, скажем, увижу своими глазами, и то ладно. Но он слышит, видимо, или нюх есть у него, там запах чувствует. Не знаю, но факт, что лает. Лает, будем надеяться, что не впустую. Хоть белка, хоть кто, но должен под этим лаем сидеть. Но он слышит, как там по березе, может, там белка поднялась, вон. Да, это белка. Это не куница, а белка, думаю. Но вот не знаю, сколько метров до вершинки, но очень высокие деревья. Если бы на березе кто сидел, другое дело. Так, пускай лает. Очередной перекур, ребят. Заготавливаю дрова, сушина. Полностью уже высохла. В принципе, на осень мне хватит. И зимой даже, в принципе, должно хватить. Но на осень точно хватит. Из одного дерева вот столько
дров. Там одна вершинка, наверное, 2 метра на 2,5 осталось там тоненькая. Основное оттуда перекидал сюда, отсюда уже буду складывать старую поленницу, что и в прошлом году было, в этом году туда, то также буду складывать. Вот и все дела. Тулан еще сходил один раз там, полаял на незнакомого зверька. Пока ведет себя спокойно. Вынес это не там. Что вы пенете? А. Вон, уйди. Морда в пене там из-за того, что лаял долго, или я не знаю, надеюсь, видно там возле губы. Вот тут. Ну вот. Тучи рассеиваются, то сгущаются. Непонятно, что с погодой. Вот так, отдохнули. Дальше работать. Дальше работать. Варить уже нам сегодня не надо ничего. Только обычными буднями, как и в прошлом году, также заготавливаем дрова. Но без этого никак. Я всегда весной заготавливаю, готовлюсь к осенней охоте. Приедешь, чтобы уже были дрова, вон комары уже летают. Чуть потепление, сразу комарье появляется. Хотя земля здесь мерзлая еще, я вот штатив, одноногий штатив у меня, и втыкаю в землю, и там под мхом там лед еще не растаял. Там вообще безоблачно, вообще не видно на камеру. Там вообще безоблачно, вообще проясняет четко и там, с северной стороны тоже. Будем надеяться, что разгонит тучи. Вот я РП-5 вчера посмотрел, там 3 часа ночи одна капля была. Завтра и послезавтра без осадков -2, ощущение -7 ночью будет. Короче, заморозки эти 2 дня будут и 2 утра, 2 ночи. А через 2 дня уже там потепление потихоньку начинается. И дожди. Вот поэтому я и выбрал эти дни, чтобы по-быстрому все дела здесь сделать. И пока комаров нету, свои дела сделаю. И уже не надо думать, что мне придется еще осенью дрова сделать. Но, знаете, вот тоже, будем надеяться, что не все сожгут. Бывает, там приходят тоже охотники, рыбаки. В принципе, летом столько дров не уходит, сколько зимой. Но все равно. Много запас дров я не делаю. Вот нормальное количество, я уже знаю, сколько я потрачу за сезон. А зимой, если на буране приедем, это без проблем, там уже всегда с пилой. И сейчас у меня пила вот, когда пилил дрова там сучьями, и цепь отлетела, чуть-чуть слабая цепь была, отлетела с шины. И знаете, я здесь разбирал, и в этой крышке там стоит какая-то, как я не знаю, на сцепление там, как пружина, вот так, как кусок жести. Вот здесь, короче, вот тут. И чуть-чуть вот столько у меня поломалось, отлетело, я не знаю. Долго ли будет работать, фиг знает. Но слабинка уже тут есть. Шнур стартера я еще не удлинил, хотя был совет, правильный совет мне дали, что стартер шнура должен быть длиннее, что у меня сейчас. Я как укоротил. И у меня руки длинные, я дергаю, и я стараюсь сейчас немножко дергать. Потому что до конца, если я дерну, у меня до конца доходит, и так
тык такой идет, что могу поломать еще что-то там внутри. Ну, в принципе, есть хорошие советы в комментариях, и я прислушиваюсь, конечно. Вот жалко, что я еще не исправил эту ошибку свою. Надо бы удлинить шнур. Все, короче, дальше работать. Дальше работать надо. План.